Обсудить всю науку надо и нужно. Для этого и проводится 7-й съезд Совета ботанических садов стран СНГ в Сухуми. До начала работы мероприятия собравшиеся поздравили академика, первого вице-президента Академии наук Абхазии Сергея Бебия, который на днях отмечал 85-летие. Сергей Михайлович, я от души вам вручаю, желаю долгих лет жизни. Вы только вступили в возраст мудрости, и каждый абхаз его носит. Мы с большим удовольствием вам это передаем. Спасибо, и желаем долгих лет жизни. Первые 2 дня на съезде прозвучат отчеты об итогах работы Совета ботанических садов и озвучат пленарные доклады по актуальным направлениям ботанических исследований. Далее работа съезда будет вестись по секциям на разные направления. Приветственное обращение ко всем участникам съезда от президента страны Бадры Гунба зачитал первый вице-премьер Джансух Нанба. Особое значение имеет то, что эти важные мероприятия проходят в столице Республики Абхазия, старейшем городе Сухум. Основанный в 1840 году Сухумский ботанический сад является флагманом фундаментальных и прикладных исследований в регионе и внес значимый вклад в мировую ботаническую науку. Благодаря труду видных ученых-ботаников фитоландшафт нашей страны обогатился экзотическими растениями. Практически все сельскохозяйственные культуры – чай, цитрусовые, табак и многие другие – вышли из стен ботанического сада и стали основой сельскохозяйственного производства и социально-экономического развития страны. Позвольте от имени народа Абхазии, от себя лично, поздравить всех участников съезда и пожелать плодотворной работы, новых научных достижений в вашей деятельности на благо настоящих и будущих поколений. Президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гунба. Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации Академии наук проводится раз в 2 года. Последний был осуществлен в городе Санкт-Петербурге. Именно там по приглашению организаторов выступал первый вице-президент АНА Сергей Бебия, который в свою очередь озвучил новость о проведении такого съезда в Сухуми. И вот теперь все гости у нас в стране. Последние 20-25 лет государство уделяет особое внимание экологическим проблемам. В уникальных природных ландшафтах создаются новые заповедники, национальные парки. Парламентом государства принят закон об особо охраняемых территориях и лесном кодексе Республики Абхазия. Создан Институт экологии. Делается все возможное для сохранения и приумножения основного богатства нашей Родины – природы. Находясь на берегу Черного теплого моря и на склоне высоких гор Большого Кавказа, Абхазия обладает богатейшим спектром природных условий, что и создает огромное богатство в разнообразии ее природных комплексов. Коллектив института делает все возможное, чтобы сохранить, изучить и приумножить богатую растительность Абхазии. Считаю очень важным, актуальным не только для Абхазии, не только для России, но в планетарном масштабе это сохранение и рациональное использование именно горных лесов, являющихся объектами, являющихся хранителями благоприятных климатических условий, чистой питьевой воды для существования человека на планете. Остро стоит в мировом масштабе. И ботанические сады должны сделать очень много к достижению для сохранения рационального использования именно горных лесов. От Москвы до Казахстана участников много, как, впрочем, и тем. Поговорили о ключевых факторах усыхания и потери декоративности зеленых насаждений на Черноморском побережье России и Абхазии. Также обсудили проблемы сохранения старовозрастных деревьев в ботаническом саду Петра Великого. Ботанический сад – это организация, имеющая документированные живые коллекции, гербарии и другие формы хранения, которые используются для научных исследований, сохранения биоразнообразия и демонстрации образовательных целей. Здесь на этом слайде мы видим количество садов. У нас в России 98, это те ботанические сады, которые входят в Совет ботанических садов России. Наш сад пополнялся значительной потерей во время блокады. Артобстрелы, бомбардировки и жестокий мороз в 1942-1943 годах
Практически полсада уничтожили. Сада, который еще не был Петром Великим, он был, потом перестал, потом опять мы восстановили. И вот Сухумский ботанический сад очень нам помогал и людьми, и коллекции привозили. И этим, так сказать, восстановили, за что огромнейшее вам спасибо. К концу 7-го съезда Совета ботанических садов стран СНГ для участников будут организованы экскурсии по научным экспозиционным объектам Сухумского ботанического сада, а также планируется посещение Рецинского реликтового национального парка. Налач Хинджерия, Фатима Гергия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.